Ну что, Лариса Батьковна, слишком долго продолжается сухая, жаркая погода. 20, 23. Так мы можем, скоро зима, собственно говоря. Без этих засолочных грибов можем остаться. Ты что? Ну да. Чем я потом пиво-то буду закусывать? Поэтому начинаем эти... Сегодня брызнул дождик. Короче, сходим, посмотрим. По крайней мере, посмотрим. Повезет. Прогуляемся. Первый поход за засолочными грибами. Ну вот, наша дружная команда опять в лесу. Приехали мы за грибами, Не просто за грибами, за волнушками. за Нам волнушками. соленые грибы нужны зимой. Вероятность, что если есть грибы, то они червивые, очень высока. Но, грибов не будет, мы тебя оставим нафиг. Ну, оставим, не знаю, но ты взял 4 ведра. Она настояла. Значит, ее 3, твой 1 и у меня 1. Все нормально. Видите, с какими мужчинами мне приходится в лес ходить, а? Еще и оставить хотят, если не соберу я эти Нифига все не 4 оставим, ведра. ладно. Нас с детства учили. Сколько пришло? Сколько пришло, столько уйдем. Будешь, Сопротивляться. да, молодец. Ну что, мы на старой этой самой ветке, где каждый год бываем. А что ведро не берешь? Ну да, так давай, ведра же у тебя. Что думаешь, собирать ведро? Главный грибник это я. На втором месте у нас Валерий. Ну, соберешь 20 ведер и что? Кто вытаскивать-то будет? То есть самый важный я. Я сразу сюда в лес и параллельно дороге примерно. Я сюда в лес и параллельно дороге. А Сережа, я так поняла, по дороге будет идти. Так, вспомнить, как включается. Я ремень взял, и ножик там даже у меня висит. Все, да? Я включила, больше ничего не надо включать, да? Да? Карман грудной накидая совай. Я попроще, это самое, во. Это может засунуть. Ладно, я О, все. Тебе карман маленький, какой-то женский. На. Самое большое ведро. Тут у нас вырубки. Лес подрос. Сейчас мы здесь и будем собирать грибы. Ну, мама мия, давай. Вот и так. Марья Ивановна, я готова. Нифига, как быстро народ смылся. Ну, лес, что хочешь. Зашел 5 метров и все, пропал. 15 минут ходьбы, ни одного гриба, ни гнилого, ни переросшего, ни маленького, ни червивого, никакого. И тут я нашла волнушку. И подозреваю, что она червивая. Червивая. Сухая и червивая. У меня жуткое подозрение, что мы домой приедем без грибов. Лариса Батьковна. Лариса Батьковна. Ну что, первое? Как рация работает? Да я ее, вот эту кнопку, она у меня чуть-чуть пальцем заделась, и потом только... Чуть-чуть, я представляю, включила и проверяй. Это, стой. Это пускай включенная остается, она заряжена полностью. Я пошла. Ну, Грибов нет вообще. грибов нету. Вообще нет. Сухая погода долго стояла. Ну, балуемся квадрокоптером. Так, предполетная проверка, нормальная. 11 спутников. Вот пиндосы, сколько тут спутников понавешали. Сейчас квадрокоптером посмотрю, как выглядит моя красотуля. Ты далеко от дороги? Нет. От меня далеко? Нет, наверное. Будем считать, что была прогулка простая. Согласна. Ну, тем более тогда квадрокоптером развлекаемся. Прошло полчаса.
Вообще нет грибов, вообще. Это, конечно, было предсказуемо, потому что очень долго уже стоит сухая погода. Вчера, позавчера по ночам чуть-чуть так покапало. Небольшой дождик был. Но я не думаю, что грибы так быстро выходят. И дожди, я думаю, местами тоже были где-то. Нет. Но тут вообще никаких грибов, конечно. Ну ничего. Сейчас пройдемся, прогуляемся и домой. А там надо мной где-то у Сережи квадрокоптер. Опа-на! Так, сейчас надо по рации сказать ему. Сереж, я рядом. Ты пролетаешь мимо. Чуть-чуть от дороги в лес. Чуть-чуть прямо. Еще. Ну я куда, где была, я там и в ту сторону и зашла. Я вижу твой квадрокоптер, он просто немножко за деревьями. Чуть-чуть надо влево, наверное. Вот я его вижу. Давай чуть-чуть еще влево. Вот, ты сейчас меня должен видеть. Да, увижу. Видишь, я тебя тоже вижу. Да, помаши рукой. О, вот так, машу я тебе, Сережа, машу. Вот квадрокоптер у Сережи. Он меня снимает, я его снимаю. Вот. Паучок летает. Так похож на паука, действительно. Так и хочется сказать ему: Сережа, помаши ручками. Но квадрокоптер вовсю машет мне со всеми конечностями. Грибов нет. Прям надо мной. Валерий Батьевич 2 гриба нашел. Целые, что ли? Один червивый, второй чистый. Я 2 волнушки находила червивые и 1 красноголовик червивый. Ясно. О, улетел. Раз нет грибов, полюбуемся окрестностями. Кругом нас обычная тайга, то есть лес и болото, болото и болото. Необычность этого места в том, что тут в 70-х годах прошла массовая рубка лесов. За прошедшие 50 лет новый лес подрос. Но на видеообзоре видно, что это в основном березовый лес. Бог его знает, когда он снова станет хвойным. Ну что ж, полетали и хватит, пора домой. Ну, давай, давай. Нашла первую волнушку. Она чистая. Может, масть пойдет все-таки? Посмотрим. Если за полчаса не наберу пол ведра, нечего тут делать. Надо идти домой, нечего время тратить. Подышали свежим воздухом и хватит. Ну как, энтузиазм еще не угас? 2 чистые волнушки нашла. А домой не хочешь? Тут, по сути дела, не стоит овчинка выделки. Валерий уже подошел к тебе, да? Давно. Говорит давно. 3-ю волнушку нашла. Это намеки, что еще собираешь? Полчасика меня подождите. Так, полчасика. 2:30, значит, до 3. По сути дела, я кругаля все снял. Но место здесь хорошее. Если вовремя попали, можно было ведрами собирать. Долго слишком жаркая, сухая погода. Вон, в тапочках, блин, по лесу. Что это такое? Около избушки болото сухое, в тапочках туда-сюда. Можно спокойно ходить. Так, ну ладно. Нет, так нет грибов. Ну, раз у грибников грибов нету, значит, ведро оставляю. Схожу ради спортивного интереса, как делает попытки Лариса Батьковна собирать грибы. Когда 1 гриб на 100 метров. Судя по показаниям квадрокоптера, она за 200 метров где-то от меня. Ого! Иду помогать тебе 5 грибов выносить. Ну давай, хвастайся. Там такие буреломы вообще. Так с этой стороны всегда грибов больше было, а здесь меньше.
Ни Ну, ты там, же- ни там нет ничего. Ну давай, хвастайся. А где грибы? 1, 2, Да ладно. 3, 4. 4 штучки, все, домой. Как делиться будем? Их надо оставить в лесу, с них ничего не сделаешь. Даже на майонезную баночку не собрали. Что значит не собрали? Не собрала? Кто говорит? Я игру стучал. Я грибник, но когда есть Вот, грибы- а я свою функцию выполню. Давай, да, помогу. Ну классная дорожка лесная, это сухая. сухая, хорошая, а то Грибов нету. я там упала. Но я думаю, знаешь, отрицательный результат тоже результат. Мы приехали, мы твердо уверились, что грибов пока нет. Мы надеемся, что будут дожди, и все-таки последняя волна грибов будет, и мы успеем себе волнушек собрать. Я согласен, тоже результат. А что у тебя такое лицо-то, Сереж? Да я представил, чем я пиво зимой. Кто о чем? Ладно, с другой стороны, будем оптимистами. Пивной животик зато за зиму не вырастет. Лес абсолютно сухой. Сергею рассказываю, я так шмякнулась в этих буреломах, думала, ну сейчас все штаны себе испачкала. Нифига, на штанах даже следа нету. Сергей ей говорит, я, говорит, по дороге шел, такой шум, кто-то там ползет, кто-то упал. Это, говорит, ты что ли был? Я говорю, наверное, я. Какой ползет? Баба, тресь, трась, бах! Думал, мамонт упал. А это всего лишь ты. Ну, я чуть меньше мамонта. Да, поэтому и подумал, что это такой грохот стоит. Я вон, как грохот услышал, ножик поближе. Он, конечно, поможет как мертвому припарка против медведя, но для собственного успокоения просто. Да, если грибов вообще Да, нету. а тут вообще, знаешь, даже ни червивых, ни старых, ни рыхлых, ничего. Вот, ну вот вообще. Даже мухомора не видела. Ох, боюсь, потом дожди пойдут, морозы и все вместе потом. Слишком долго теплая погода стоит. Волна волнушек, вот соленых грибов это была уже. Все, ну, думали, как всегда, в сентябре соберем. Будем оптимистами, в октябре или ноябре сходим. Подумаешь, снег. Ты куда исчезла? Волнушку нашла, не могла мимо пройти, но, наверное, червивая. Ну и как? Слушай, чистая. Давай, это почти я нашел. Ну, первый блин у нас получился комом по сбору грибов на засолку. Как думаешь, на зиму что может заменить грибы? Соленая щука? Да, соленая рыба, А еще что? соленые огурцы, квашеная капуста. С грибами, конечно, было Было, вкуснее. конечно, вкуснее. Но все дело в том, что Но снег-то уже, по-моему, скоро будет. посмотрим. Но. Через неделю прогноз обещает первый снег, а вскоре очень сильный снег. То есть многолетняя привычка есть зимой соленые волнушки может провалиться в тартарары. Жаль,